Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на информационном вебинаре, который посвящен изменениям в контрольно-измерительных материалах государственной итоговой аттестации по предмету физика. К сожалению, коллеги из Республиканского методического объединения, которые планировали, как у нас написано, заявлено в плане работы, сегодня представить анализ итогов участия обучающихся республики в оценочных процедурах, не смогли подойти по объективным причинам, поэтому наш сегодняшний вебинар, он информационный. Моя задача познакомить вас сегодня с тем, какие изменения произошли в процедуре проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов по предмету физика, расставить какие-то приоритеты и несколько погрузить вас в эту тематику. Более детально, подробно мы с вами остановимся на этой тематике в январе 2020 уже года, когда обновленное содержание контрольно-измерительных материалов будет утверждено и выставлено, собственно, для нашего с вами обсуждения. Итак, какие же изменения у нас с вами произошли? Все изменения преимущественно вызваны тем, что в настоящий момент осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты так называемого второго поколения. Соответственно, были разработаны перспективные модели, и в том числе контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. Сейчас я остановлюсь на контрольно-измерительных материалах по предмету физика для обучающихся 11 классов, и после этого уже, потому что там изменения незначительные, и после этого уже перейдем к тем значительным изменениям, которые произошли в оценочной процедуре обучающихся 9 классов. По предварительному плану переход был осуществиться в 2020 году. С точки зрения форм заданий изменения следующие. Во-первых, произошло увеличение количества заданий с развернутым ответом. Преобразование в другие формы заданий. Одну из таких форм изменения мы видим в этом году и по физике. В прошлом году на позициях 5, 11, 16 и 24 стояли задания на выбор 2 верных утверждений из 5 предложенных. С точки зрения задания на множественный выбор по форме достаточно простые, так как в них используют минимально возможное количество утверждений, используют постановку, когда заранее оговаривается количество верных ответов, которые следует выбрать. Это, сами понимаете, что облегчает ситуацию для обучающегося, однако впоследствии будет переход к заданиям, в которых не указано, какое количество утверждений необходимо выбрать. В этом году только одно из заданий 24 по астрономии переведено на такую форму. В дальнейшем, я напомню, это будут задания 5, 11, 16, 24. С точки зрения содержания задание не потерпело изменений. Предлагаются те же сюжеты, те же таблицы с характеристиками планет, звезд, справочные данные. Формулировка «Выберите все верные утверждения». При этом предлагается 5 утверждений, а ответов может быть либо 2, либо 3. Соответственно, в данном случае наши обучающиеся, вы сами понимаете, что оказались в не очень выгодной ситуации. И также, как вы видите, представлено на слайде, изменились требования к системе оценивания. Вы видите, что максимальный балл 2. 1 балл ставится, если допущена одна ошибка, в том числе указана одна лишняя цифра наряду со всеми верными элементами, или не указан один элемент ответа. 0 баллов, если допущено 2 ошибки. В данном случае поясню, потому что такая ситуация с вариативностью выборов по другим предметам уже давно присутствует. Например, если в задании 24 предполагается ответы номер 2, 3, 4, ребенок написал ответы 1, 2, 3, соответственно, ребенок получит 0 баллов. Сами понимаете почему? Потому что, во-первых, он не указал ответ номер 4 верный, и при этом он указал, это одна ошибка, и при этом он указал ответ номер 1
который излишний. Соответственно, это 2 ошибки. Понимаем, да? Поэтому в данном случае проработайте, пожалуйста, и обратите, пожалуйста, внимание ваших обучающихся на этот момент. Следующее изменение ЕГЭ – это перевод. Это перевод одной из задач с кратким ответом в задачу с развернутым ответом. Эти задачи стояли на позиции 25. В 2020 году это будет позиция задание номер 28, в зависимости от тематики. Сюжеты, которые используются в текстовых заданиях, стандартные, поменяли только формы заданий. При этом выпускники должны получить не только ответ, но и привести решение. При этом максимальный балл вы видите 2 балла. Требования к полному правильному ответу те же самые, что и на 3 балла. При этом подчеркнем еще раз то, что проверяется решение, а не ответ. Поясню вслед за разработчиками ЕГЭ, контроль измерительных материалов ЕГЭ, для чего это делается. Для того, что дети в ряде случаев стараются запомнить правильные ответы при подготовке. При этом очень часто анализ прошлых лет показывает, что очень часто обучающиеся, даже допуская ошибки в измерениях, каким-то чудным образом приходят к верному ответу. И вспомните, раньше мы с вами, собственно, засчитывали это как за правильный ответ. Сейчас, если допущены ошибки в решении, соответственно, ответ не засчитывается. И критерии оценивания выполнения задания вы также видите. Далее, собственно, вот те изменения, которые коснутся государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов. Теперь остановимся на тех изменениях, которые затронули нас с вами ОГЭ по предмету физика. Итак, в 2020 году минимум новых заданий, которые были в перспективной модели. Структура оставлена в соответствии с ВГОС. Есть блоки заданий на разные способы действия. В этом году предполагается новые и обновленные линии заданий. Новые у нас с вами будет 2 и 4 задание. Обновленные задания, начиная с 5 по 10, 17 и 23. То есть фактически половина работы по физике у нас с вами вышла либо в обновленном, либо в совершенно новом формате. Обновление в разной степени, где-то касается только форм задания, где-то и сути содержания этих заданий. И вот тут вот, пожалуйста, будьте внимательны. Формальное задание 2, смотрите, формальное задание 2 было, оно лишь немного видоизменилось. Задание 4 – это описание явлений с использованием соответствующих терминов. Коль скоро меняется задание, соответственно, меняются и критерии оценивания. Задание 1 также остается величиной. Оно не изменяется, просто я вам привела пример, что действительно оно сохраняется. Посмотрите внимательно на задание номер с 5 по 10. Проверяется в этих заданиях, вы видите основные формулы и законы, знание основных формул и законов. Используются сюжеты, которые уже имеются в открытом банке ФИПИ, поэтому вы можете ими воспользоваться. И я верю, что вы их уже используете при подготовке обучающихся. Ну и кроме того, при подготовке контроля измерительных материалов для промежуточной аттестации. Итак, посмотрите. 5 и 6 задание у нас теперь посвящено теме механика. 7 задание – тепловым явлениям. 8 и 9 – электромагнитным явлениям. И задание номер 10 посвящено квантовым явлениям. Все четко закреплено. Далее. Изменилось только, фактически теперь у нас есть закрепление, вы можете посмотреть. Опять-таки же здесь интересное, в том числе, если ребенок допускает ошибки в рассуждениях, то, понятное дело, он не сможет прийти к верному ответу. В задании номер 17 у нас с вами изменилось только в одной позиции. Но теперь все прямые измерения надо записывать с учетом заданной погрешности измерений.
И, коллеги, посмотрите, изменение критериев оценивания. Я напоминаю, что задание 17 – это у нас задание экспериментальное. Что же произошло с самим заданием, вы видите. Записывать показания с учетом абсолютной погрешности. Этого требования не было у нас с вами в 2019 году и ранее. И теперь у нас с вами произошла конкретизация критериев. Вы видите, да? Конкретизировано содержание критериев на 3 балла, на 2 балла. И более четко и детально прописано содержание критериев на 1 балл, либо же на отсутствие этого балла, на 0. Далее, что еще в 17-м задании? Для экспериментальных заданий, простите, перелистнула, для экспериментальных заданий сменили комплекты оборудования. Опубликован новый перечень оборудования, он составлен под новый комплекс заданий. Всего комплектов 7. Пока будут использованы комплекты с 1 по 6. Цифровое оборудование – это электронные весы, датчики, которые позволяют измерять промежуток времени. В этом году ограничились только тем содержанием, которое было. В любом случае оборудование будет обновляться. Оно и обязано обновляться. Комплекты лабораторного оборудования для выполнения лабораторной работы задания 17 формируются заблаговременно, до проведения экзамена. Для подготовки лабораторного оборудования в пункты проведения за 1-2 дня до экзамена сообщаются номера комплектов оборудования, которые будут использованы на экзамене. Критерии проверки выполнения лабораторной работы требуют использования в рамках ОГЭ стандартизированного лабораторного оборудования. Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике. Состав этих наборов комплектов отвечает требованиям надежности и требованиям к конструированию экспериментальных заданий банка экзаменационных заданий ОГЭ. Номера и описание оборудования, входящего в комплект, как вы знаете, приведено в приложении номер 2. Рекомендую вам с ним более детально ознакомиться. При отсутствии в пунктах проведения экзамена каких-либо приборов и материалов оборудование может быть заменено на аналогичное с другими характеристиками. Но в целях обеспечения объективности оценивания, объективного оценивания выполнения лабораторной работы участниками ОГЭ в случае замены оборудования на аналогичное с другими характеристиками необходимо довести до сведения экспертов предметной комиссии, осуществляющих проверку выполнения заданий, и описание характеристик реально используемого на экзамене оборудования. Это требование не ново, оно уже было у нас с вами, мы все прекрасно знаем, что тем самым доведением до сведения комиссии об изменениях мы с вами защищаем наших детей. Потому что необходима вот та самая погрешность. В этом году по комплекту номер, посмотрите внимательно, 3, используется только старый набор оборудования, который уже был у образовательных организаций. Еще раз обращаю наше внимание, что в этом году можно обойтись тем оборудованием, которое есть на ППЭ, пункте проведения экзамена. Данные 7 комплектов разработаны на перспективу, то есть не на 2020 год, на 2021 и 2022. Пока мы не знаем, когда конкретно. Даты звучат разные. Поэтому, пожалуйста, не стоит впадать в панику, что у нас нет оборудования, у нас нет комплектов. Хорошо проанализируйте, что у вас есть и что, чем вы можете, какие комплекты, как вы можете заменить, взаимозамены, там, либо перекомплектовать. Также не меняют комплект номер
6. Он точно такой же, как в прошлом году. И комплект номер 4. Это все комплекты для выполнения задания номер 17. Вы как профессионалы это помните. В комплекте номер 5 у нас с вами возникнут определенные сложности. Сложности связаны будут с наклонной плоскостью. Задание 17, фактически почему? Потому что мы с вами очень редко с ними работаем, и ранее в ОГЭ не было требования к наклонной плоскости. Задание 17 для контрольно-измерительных материалов ОГЭ в 2020 году разрабатывается только на базе комплектов номер 1, 2, 3, 4 и 6. Задание с использованием комплектов номер 5 и 7, подчеркну, что комплекты номер 5 и 7 у нас будут вводиться в контрольно-измерительные материалы ОГЭ в последующие годы. И, внимание, в материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания приведены в соответствии с рекомендуемыми характеристиками оборудования, указанными в описании комплектов. При необходимости использования элементов оборудования с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и довести информацию о внесенных изменениях до сведения экспертов, проверяющих задания с развернутым ответом. Обращу ваше внимание на это еще раз. Если внесли изменения в комплекты, соответственно, до экзамена вы обязаны сообщить об этом. Следует отметить, что все остальные, в принципе, задания не претерпели изменения, только задания 24-25. Первые 10 заданий будут уже, в принципе, выложены в конце ноября, и мы их с вами видим, мы можем с ними работать. Все остальные, как разработчики контрольно-измерительных материалов нам обещали, будут выложены в начале 2020 года. Начало январь-февраль. Посмотрите, задание номер 19 и 21 – это задание по тексту без обновления. Задание номер 22 – это качественная задача без обновления также. Задача номер 23, задание номер 23 – это расчетная задача повышенного уровня сложности. Внесены некие обновления. И задание в критерии оценивания. И задание номер 24-25 – это расчетные задачи высокого уровня сложности, также без обновления. То есть то, с чем наши дети с вами уже работали. Поэтому, пожалуйста, обратите свое внимание, особенно во второй части, на задание номер 17 и 23. Это изменения, в первом случае, изменения комплектов оборудования, а во втором, и критериев оценивания. Во втором случае, это только изменение критериев оценивания. Вот такую информацию я хотела бы вам сообщить на сегодняшний день. Повторю, что на январь, февраль, март, соответственно, запланирована еще целая серия вебинаров и обучающих семинаров, в том числе и очных, и онлайн режиме. Кроме того, работают наши коллеги из Республиканского методического объединения с целью обучения, выявления проблемных зон, поисков пути решения этих проблемных зон. Поэтому я надеюсь, что наши с вами обучающиеся успешно справятся с итоговой аттестацией. Всего доброго, до свидания.